и плоховидящими спортсменами. В гостях у нас Ибраев Салманбек Кулукевич, это руководитель аппарата Джигур Кукинеша, и Базарбеков Бахтияр Конашулы. Пожалуйста. Саламатсыздарбы? Барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошол эле кезде биздин конокторду куш келипсиздер дейбиз. Веломарафондун жетекчиси Бахтияр мырза бул жерде отурушат экен. Сагынгали байке, куш келипсиздер. Бул абдан чоң майрам деп болду деп эсептейм кечээ күнү. Биздин Кыргызстанга Алматыдан ушу велосипед менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар алдында мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү чектелбеген жакшынакай адамдар менен чогуу бирдикте тандем менен бирдикте велосипедти ушул 450 километр аралыкта басып өтүш үчүн бел байлашып абдан чоң бир жакшы эрдик кылышты деп ойлойм. Бул жигиттер, кыздар, жигиттер ушунчалык бизге кече дух берип, ушунчалык майрамдык маанай түздү. Мен да чогуу кече буларды Курдайдан тосуп алып, Курдайдан бери мына биздин Ала Тоо аянтчасына чейин 20 километрден ашык чакырым экен. Ошол жерди дагы мен ушул 38 жылдан бери велосипедке отуруп отурмун, карап көрсөм. 38 жылда биринчи жолу ушул велосипедке отуруп, тынымсыз тээп, бир байкаганым ушул 10 километрден кийин экинчи дыханиям ачылды да. Бул абдан бир баарыңарга ушундай нерсени каалайт элем. Бул нерсе абдан бир жакшы. Баарыңыздарды чакырып кетем, ушундай бир жакшы нерселерге үндөп кетем. Ушул велосипед спорту, деги эле спорт бул чексиз ынтымактын, достуктун символу болуп эсептелет. Мына спорт аркылуу мына кече бул балдар менен жолугушуп отурганда айтышты балдар. Буларды коштоп келген волонтер балдар айтып атат да. Булар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эмес экен. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар экенбиз деп атат да. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ушунчалык бир чоң эрдик кылганына абдан бир суктандык. Кудай буйрса бизди дагы Кыргызстанды, бүт Кыргызстандын бардыгы жарандарын сиздерге терең ыраазычылык. Сиздер бизди ушунчалык бир жакшы бир үндөп кеттиңиздер ушул нерсеге, эрдиктерге. Кудай буйрса биз дагы ушул силердин атыңардан чоң ийгиликтер жаратканга аракет кылабыз. Мы вчера встретили наших родных, значит, казахских велосипедистов. Это необычные, значит, спортивные мероприятия. В этом мероприятии участвуют ребята, девушки с неограниченными возможностями и незрячие. Там в тандеме, значит, оказывается, в тандеме, кто ведет велосипед, называется пилотом, а сзади, значит, называется как? Стокеры, да. И действительно, вчера для нашей столицы, для нашего Кыргызстана было большим праздником встречать их. И я сам лично с Курдая встретил их. И впервые за 32 года я сел в велосипед. Они мне заставили купить полностью обмундирование велосипедиста. И я очень, значит, рад, счастлив, что с такими ребятами познакомился. Очень огромное спасибо Бахтияру, руководителю проекта. Вчера его назвали, значит, великим капитаном своим. Значит, Бахтияр, спасибо огромное. И еще руководителю этого общественного объединения Анашим, Зерхан Изешке, тоже Юлдашевна, Зерхан Юлдашевне очень огромное спасибо, что объединил таких ребят, парней и девушек. Действительно, они огромные, значит, нам вчера эмоции подарили, праздник подарили. Всех с праздником. И дальше, чтобы вот такие мероприятия, вот такие дух вы показали очень большой. Несмотря на то, что вы с неограниченными возможностями, вы лучше, чем которые вот действительно все у них есть. Вы доказали еще раз, что движение, значит, всегда, значит, может большие результаты дать. Поэтому вам здоровья, чтобы дальше вот 400
50 километров не каждый осмелится проехать. Вы сейчас дальше поедете на Иссыкуль. Значит, в Иссыкуле, чтобы без приключений было, и вы сказали, что с Алматы до Бишкека тоже было у вас. Колесо спустился, и один человек, оказывается, повредил, ногу повредил, перелом, закрытый перелом получился у него. Значит, чтобы без никаких приключений, чтобы вы доехали до Иссыкуля, и чтобы вы действительно вот этот настрой всегда держали. И я вчера слышал, какие у вас планы. И вы даже хотите объединить, континенты хотите объединить с этим спортом, с этим своим намерением. Вот здесь сидит Кенжегул, такой замечательный парень, действительно. Я когда педали крутил, я узнал, что об этом человеке, вот рядом сидящий Сагангуле Байке рассказал про него. Он, оказывается, учился в Японии, в Америке учился. В Англии учился, и плюс еще он чемпион по скалолазанию, да? Вот чемпион по скалолазанию. И сейчас куда-то поедет учиться он. Действительно, вот такой энергией не каждый обладает. Вам большое спасибо, вашему великому капитану, вашему маме огромное спасибо. И вот такую команду создать, мы тоже мечтаем создать вот такую команду, как ваша команда. Больших успехов вам. 1, 2. Слышно, да? Добрый день, Бишкек. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Меня зовут Бахтияр Базарбеков, руководитель проекта «Спорт без границ». В первую очередь, я бы хотел поблагодарить искренне встречающую сторону Саматбек Кулькевич, руководитель аппарата Жугар Кукинеш и руководитель фонда Сайкбай Манасчи. Нас вчера ребята очень тепло, мы об этом не будем переставать говорить, очень тепло, очень как вот своих братьев встретили. И это было действительно, был действительно праздник, потому что вот на границу мы заезжали, флаги, у нас музыка, впереди вот ехали наши братья с Кыргызстана. И получается, то есть мы этим проектом объединили, еще более скрепили дружество наших братских народов. Немножко расскажу о нашем проекте, о нашей инициативе. Инициатива направлена в первую очередь на социализацию людей с инвалидностью. Тех людей, которым немножко сложнее, тех людей, которые немножко, как говорится, засиделись дома, да, и забыли про собственный потенциал, немножко, может быть, под давлением социальным, под давлением каких-то общественных стереотипов, выработалась какая-то иждивенческая, возможно, там позиция жизненная, да, то есть мы же, наоборот, вытаскиваем таких людей из дома, сами пройдя через вот этот весь этап, через спорт, через развитие, мы стараемся мотивировать. И не только, в принципе, людей с инвалидностью, тех людей, которые просто, ну, как бы чувствуют себя невостребованными, может быть. Мы даем понять, что если есть цель большая, то все преграды достижимы. И какая бы она ни была высокая цель, она преодолима, когда есть действительно команда, когда есть действительно энергия и большие мечты. Таким образом, вот мы организовываем различные спортивные мероприятия. Допустим, у нас в прошлом году проходил веломарафон в Казахстане. Мы соединили две столицы, южную и северную, Алматы и Астана. В этом году мы решили сделать международный веломарафон для того, чтобы и такие же ребята с Кыргызстана могли посмотреть, что все преграды, они только вот, ну где-то там в голове, да, переключить вот этот тумблер, переключить переключатель, и посмотрев на нас, они могли бы также сесть на велосипед, также поехать заниматься спортом и так далее. То есть наши ребята в нашей команде, это все действительно победители, чемпионы, которые преодолели себя, свои страхи и сказали: я это могу, я это сделаю. И они это делают. То есть в этом году у нас уже девушки появились в команде, которые никогда до этого к спорту, допустим, отношения не имели, но сейчас 450 километров, они говорят: а что так мало? То есть вчера Курдайский перевал 7 километров вообще не заметили, как проехали.
потому что все лето, всю весну мы очень активно тренировались. Есть определенные требования для того, чтобы стать членом нашей команды, участником веломарафона. И действительно многие не смогли попасть сюда, потому что в первую очередь мы пропагандируем активный, позитивный и здоровый образ жизни. Что это означает? Это означает то, что мы помогаем друг другу, то, что мы помогаем обществу. Мы целенаправленно делаем эти мероприятия, чтобы человек обратил внимание на собственное здоровье, на экологию не только окружающей среды, а экологию внутри себя, то есть чистота мыслей, помыслов. И вот когда здесь мысли чистые, вокруг тебя будет чисто, не будет мусора столько по дорогам, допустим. Вот мы в Астану ездили, я знаю, что и, возможно, здесь есть какие-то проблемы. Туристы, водители выбрасывают мусор из окна. То есть это мы все не приемлем, мы не употребляем алкогольную продукцию, мы не курим, ведем, в общем, позитивный, здоровый образ жизни во всех направлениях. Также развиваемся интеллектуально. У нас ребята есть чемпионы Казахстана по скалолазанию, по голболу, по тогу с хумалак, ездят на различные соревнования. У меня у самого разряд по шахматам, пробежал марафон. У нас ребята тоже бегают марафон. Сейчас в Астану готовимся к марафону. Активности много, и действительно мы хотим создавать вдохновляющие результаты для того, чтобы не только у нас в Казахстане, а в среднеазиатском регионе, вообще во всем мире люди немножко изменили отношение к людям с ограниченными возможностями. Потому что действительно возможности, как я уже повторюсь, это у человека не ограничены. Они ограничиваются только вот общественным мнением. Нам очень много говорили: ребят, да вы сумасшедшие, вы не сможете, в нас не верили. А мы просто взяли это и сделали. 1200 километров в прошлом году, 450 километров намереваемся в этом году. Очень весело едем. Кстати, вот сейчас Олег говорил, что ногу повредил. У нас оператор, то есть это не велосипедист, не участник нашей команды, это наш оператор. Он просто вышел с машины, случайно подвернул ногу, когда нас снимает на камеру. И немножко неудачно в ямку там наступил. Ну, то есть о чем говорится? То есть данный проект еще нацелен на... Может также сесть на велосипед, проехать расстояние, отдохнуть там и проявлять себя как полноценный человек во всех сферах своей жизнедеятельности. И действительно, рад вас приезжать в гости. И мы решили, вот, я надеюсь, что эти дни пройдут замечательно, кыргызского народа и Казахстана, потому что я вижу очень большой интерес, это очень приятно, это нас заставляет, это нас вдохновляет и заставляет сделать еще больше. Ну и приглашаем ребят с Кыргызстана, но, как я сказал уже, есть требования определенные, это очень хорошая физическая подготовка. И для меня лично, как для руководителя проекта, важен именно этот командный дух. Сколько километров, за какое время, это вторично. Важно, что команда у нас целостна, и мы друг друга поддерживаем. Вот. Благодарю еще раз принимающую сторону и от себя лично, от всей команды желаю вам крепкого всем здоровья, позитивного и хорошего настроения. Спасибо. В принимающей стороне еще было с нами вместе сегодня, к сожалению, по работе отсутствует министр здравоохранения Талантбек Абдуллаевич, да. Он действительно тоже, вот, оказывается, кандидат мастера по боксу. И достойно, что действительно ребята подают нам очень большой пример. Значит, они не спрашивают: дайте мне что-то. Я, наоборот, что я могу дать своему страну, своим друзьям, детям. Значит, вот такой посыл они сегодня нам указывают. Да? Действительно, ребята, вы нас зарядили. Действительно, вам очень огромное спасибо. Дайма шундай маанайда
ушуну жакшынакай ийгиликтерге жетип жүрө бергиле. Рахмат силерге. Руководство страны, оно вот, действительно за здоровым физическим своим здоровьем, своим телом. Ну, как говорится, Журналисты вопросы есть? Пресс, Григорий Григорьевич Юсупов. Я хотела спросить у Бахтияра, эти условия это только для людей с ограниченными возможностями здоровья, да? да, спасибо. В нашем проекте сейчас уже это человек, который ведет велосипед. То есть если вот как раз пилот управляет велосипедом, но оба участника крутят педали. Если вы дух, о котором я говорил, то вполне возможно, то есть потому что в следующем году я думаю, что на 5000 нам понадобится поддержка и помощь как раз вот волонтерская для того, чтобы помочь ребятам. Эти велосипеды даже достать пока, то есть потому что эти велосипеды достаточно дорогие, и мы покупали Жигул, он покупал эти велосипеды, и мы их взяли бэушные, станция сторона там реализован в рамках благотворительной поддержки фонда первого президента лидера нации Республики Казахстан. И беспрецедентный веломарафон на территории Центральной Азии. Приглашает уже ребят участвовать в соревнованиях различных, марафонах, спортивных мероприятиях. У нас уже 3 человека перешли в профессиональный спорт. Это вот клуббол, легкая атлетика, скалолазание, вот шаг даем для людей. Поэтому вопрос сейчас про веломарафон, потому что это более масштабный, более мы должны его сделать по наших регионах, узнал весь мир. Может быть, вы можете назвать... Мозгового штурма в ходе орг работы. В процессе вот этого всего у нас уже сформируется более четкое видение по маршруту. Был слух, когда сказали, могут и здоровые люди участвовать, принимать участие. Вот назовите мне здоровых людей, которых вы говорите, называйте здоровыми, кто вот как Кинжигул одновременно может быть чемпионом Казахстана, будучи незрячим, заниматься голболом, это футбол для незрячих, и заниматься другими видами. Потому что ваш вклад и вклад ваших коллег, министра образования, к сожалению, Здравоохранение, министр. да, министр здравоохранения, да. И вам, дорогие журналисты, за то, что вы освещаете, подаете такую информацию. Нас вчера очень разместили в хорошем таком хостеле, я его вообще полностью исследовал, потому что было интересно, как вообще в Кыргызстане. Тандемы, когда вот катаются вот, ребята, вот это совсем другое, оказывается, ощущение, да? Друг другу чувствуешь, вот, доверяешь пилоту, да? Пилот, значит, стокером в тандеме, это очень такая большая, очень огромная философия здесь, поэтому нам вот этого не хватает сегодняшнего. Вчера, когда мы ехали, люди кричали: это какая партия? Вот такой, ну, думали, что это какой-то акция какой-то. На самом деле, мы вот так дружно, вот так большие, как вот эти ребята, огромные вот успехи делали. Нашему государству тоже хотелось пожелать вот такого. У нас скоро политическое очень важный момент у нас, поэтому всех наших граждан хотелось бы вот призвать, чтобы действительно вот такое победил вот наша дружба и восторжествовал вот действительно достойный нам президент, что пришел во главе. Спасибо. Если дадите возможность, я... Спасибо большое. На этом пресс-конференция завершена. Biz проблема біздің башыбызда екен дейді. Проблема мүмкіншілікте емес, проблема біздің ойыбызда екен дейді. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул оюбуз таза болсо, дилибиз таза болсо, ниетибиз таза болсо, чоң ийгиликтерге жетишет экен деп айтып атышат да. Бул балдар чынында эле биз бүгүнкү күндө ушундай нерсе жетишпей аткан. Сиздер ушундай нерсени бизге мындай тартууладыңыздар. Сиздерге чын жүрөктөн ушундай жакшы нерселердин баарын каалап кетебиз. Мына биз
велосипед менен келатканда бизден жарандар кыйкырып атышты, кайсы партиядансыңар деп. Каршы партиядансың. Бул партия эч кандай саясий акция эмес, бул жынында эле бул балдардын жүрөгүн мекенин сүйгөндүгүн, өзүнүн жарандарын сүйгөндүгүн далилдеп атышат. Бүгүнкү күндө ушунчалык бир жакшы эмоция алдык. Ошон үчүн ушул нерсени дагы улантып, биздин Кыргызстанга бир жакшы ушундай маанайды бергениңерге чоң рахмат. Спасибо большое. Пресс-конференция завершается. Какое впечатление они на вас произвели? Вот этот самый путь, учитывая, что у них все-таки возможность создать или я отставал. Но в конце чарта я есть организация, занимается. Теперь марафон Бишкек Алмата. Этот марафон действительно поддерживает. Есть кто-то. Ya. Mana? Элдар, кандайсыз, жакшысызбы? Да, чтобы весь приключение, чтобы заехать. Хорошо. Очень Вот лучше, чем даже вот многие компьютерщики быстро собирают продукты. Я вот занимается. Молодец. Спасибо. Вот еще один видеочий оператор. Данияр? Тоже слово. Данияр, кандай? Жақсы. Вас необычно. Вчерашний, Да, сегодня. Сегодня? О, Жазирочка, молодец. Светлана, молодец. Жазира, молодец. Хорошо. Как себя после вчерашнего? Да, спасибо, спасибо. Молодец. Ты, оказывается, зажигаешь всех. Молодец. Молодец. Қалай, жақсы ба? Рахмет. Айнур, да? Молодец. Какая у вас память прекрасная, да? Да, человек зовут. Колесо нашло. Все, заряд больше получали. И нас заряжали. По дороге всех заряжали. Вот, все же говорят, организм должен. Насос давления не сдержит. Вот здесь. На заднем? Нет, насос говорит, не сможет. Насос беспонтовый? Или мы, или переходник, или вот это. Мы добавили немного еще. Кому-то надо. Эльдар! Маман, ты еще будешь? Эльдар! Опять Эльдар! Эльдар! Там. он катает. Можешь, пожалуйста? Не могу дать. Чуть капает. Ну хотя Нет, она идеально, конечно. Сейчас прям. Видишь, чтобы вот здесь не было залома. Да, я знаю. Я просто сейчас это точно так же сделал. Сколько намотали километров? Она стирается, оказывается, а? Конечно. Маман, 1200 покажи километров. мне еще какой велик надо. Да, уже знаю. Хорошо. Пойдет. Пилот, да? Поговорите, Жазира, Эльдар.
пилот, это... Техника, я ее не нагружаю, потому что... Этот насос возьмем, накачаем вместе, а то там ребята... Можно, да? Эльдар, возьми Да? насос. Чуть низ, да? Подкрути его. Все, опусти потихоньку. Яськин, опусти. Тормози. О, Велосипеды мешают, некрасиво. Наш девиз, говорите девиз наш. Девиз. Спорт без границ! Когда есть цель... Еще раз, Кир. Спорт без границ! Когда есть цель, и надо идти пошел! Готово? Готово? Жеңүүчүлөрдөн болуп жүрө бергиле. Көз тийбесин, сөз тийбесин. Аман эсен жетип алыңыздар. Кудай колдосун, манас атабыз колдосун. Үптүгандыгыбыз арта берсин. Амин. Баха. Давай я сейчас поехал переодеваться. Açık ettirecek mi orada? Yok. Tamam, radyoyu açık ettirecek mi? Kuşun içine götür. Direkt son gelin biraz atlayın. Старший обязательно. Когда я поворачиваюсь, вы должны просто проверять. Я держу вас. Вот, не надо, я буду поворачивать вправо, не надо влево отклоняться. Мы не уходим, не держитесь как бы. Я буду расслабляться, да? Просто колонку. Нормально? Ладно, не низковато вам? Не знаю. Давайте ее проверим. Не вижу, ничего не вижу. Так. Так, мы будем стартовать и тормозить на счет 3. Я буду говорить, стартуем. Тормозовать мне слезть или не надо слезть? Нет, не надо. Ну, получается, я остановлюсь, держу велосипед. А тогда я слезу. Да, и вы, да, ногу выставите. Сейчас дайте мне, дай. Прокрутите ее назад, чтобы я на нее надавила. Так, раз, два, три. Крутим. Крутим, крутим.
Торможу. Раз, два. Простите, заново можно? Как ощущение? Когда глаза не видят, значит другие органы, значит ухи, чувствительность кожи очень, оказывается, обостряется. И чувствуешь, как будто ты уже отдал управление, отдал вот это все, вот этот, ты уже подчинился какому-то вот этот пилоту, да, вот этот тандем, значит, начинаешь жить, оказывается, с пилотом вместе. Вот так. И сердце начинает бить. Хотелось глаза открыть? Ну, хотелось, но с другой стороны, вот этот, ощутить этот тандем обязательно хотелось. Мне очень страшно стало, да. А мы вчера развили скорость 72 километра. 72 километра.